So I will speak about the heart of discipleship. Сегодня я хочу поговорить с вами о самой главной, такой центральной теме ученичества. And the heart of discipleship is the heart. Буду говорить о сердце ученичества, и сердце ученичества – это сердце. Fortunately, it took me almost more than 15 years to find out that this is the most important subject for my Christian life that God wants to teach me about. И, к сожалению, у меня лично ушло около 15 лет для того, чтобы осознать, что вопрос моего собственного сердца является ключевым в моем христианском хождении. So we started to look at this parable of the sower, how Jesus calls it himself. И мы с вами уже начали говорить об этой притче, притче о сеятеле. Which is a parable about the human heart И Иисус в ней говорит о человеческом сердце. and what prevents the human heart from bearing fruit. И говорит Иисус в этой притче о причинах, которые мешают человеку приносить плоды. So no wonder Jesus said this is the most important parable, Поэтому вовсе не удивительно, что Иисус говорит, что это самая важная притча из всех остальных, которые Он because сказал. it's about our calling. Потому что эта притча говорит нам о нашем призвании. Jesus said, I've called you to be my disciples and bear much fruit. Потому что сам Иисус сказал: «Я призвал вас». Призвал зачем? Для того, чтобы вы были моими учениками и чтобы вы принесли много плода. And fruit bearing will come forth when the heart and the word will have the right relationship, the right connection. Нам совершенно понятно из этой притчи, что плод получается, когда семя Слова Божьего вступает в правильное взаимодействие с человеческим сердцем, когда они соединяются в этом процессе. And I said this miracle power, this life-giving, life-producing power is in the seed, the word. И мы уже с вами говорили, что именно рождающая жизнь, эта воспроизводящая сила, она как таковая содержится именно в самом семени, которое есть Слово Божие. But our heart must respond to the word in the right way. Но наше сердце со своей стороны, будучи почвой, должно правильно откликнуться на это семя. And this is our responsibility. И ответственность за это Бог возлагает именно на нас. So no wonder that the Bible says, guard your heart with all diligence. Поэтому тоже неудивительно, что Писание нас предупреждает и просит, чтобы больше всего хранимого мы хранили именно свое сердце. Или дословный перевод с английского звучит так: чтобы мы охраняли свое сердце со всяким прилежанием. Because your life will come out of your heart. Потому что качество жизни человека вытекает из его сердца. And my life will come out of my heart. Например, моя жизнь вытекает из моего сердца. So we should pay attention to the condition of our heart. Поэтому нам очень важно уделить должное внимание состоянию своего сердца. And it's really sobering if you see warnings like, do not deceive your heart, which we find in James. Очень бодрит и трезвит, когда ты находишь, например, предупреждение Писания, допустим, из Иакова, где в дословном переводе звучит так: «И не обманывайте сами свое сердце». We could deceive our heart. Из чего становится понятно, в русском языке скорее это звучит как «не обманывайтесь», но в других переводах звучит «не обманывайте сердце». Другими словами, мы сами можем вводить наше сердце в заблуждение. And James says we would do this by not disciplining our И tongue. интересно, что в Иакова ясно написано, что человек начинает обманываться и вводить свое сердце в заблуждение, когда вариация Иакова не следит за тем, что он говорит, If we allow и не ourselves to say, обуздывает язык. if we Yes, allow excuse me. ourselves to say things that are not true, that are not in agreement with the word of God, У Иакова ясно понятно, что если мы начинаем болтать в нашей жизни какие-то вещи, которые не находятся в согласии со Словом Божьим, then we will deceive our heart. мы можем ввести наше сердце в заблуждение. So our heart is like a clean
piece of paper. You can write nonsense on the paper and you can write a wonderful poem. И сердце сродни чистому листу, на котором ты можешь писать какую-то чепуху, или ты можешь написать там прекрасное стихотворение. The paper will not protest. Бумага в любом случае протестовать не сможет, You are the one that is writing. потому что сила у того, кто пишет, The paper just receives it. а бумага, она просто воспринимает. This example is not quite correct because there were already all kind of nonsense written on our heart. Но в нашем случае это тоже не совсем правда, потому что все, что касается человеческого сердца, там уже было понаписано всего много за нашу прошедшую жизнь. But thank God these things can be removed Но благодарение Богу, что все это можно стереть оттуда. and we can start all over И again. можно начать этот процесс написания Hallelujah. по-новому. Аллилуйя. Let's look at the final goal, the heart that is producing fruit. In Mark 4, it's the last verse. Давайте откроем с вами Марка, 4 главу. Это последний стих из этой притчи, где говорится о конечном результате. Читаю вам Марка, 4 главу, 20 стих. «А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод в 30, 60, а то и во 100 крат больше посеянного». Then let's go to Luke 8 И and давайте откроем с вами verse 15, and we find out more details about the heart that is producing fruit. Евангелие от Луки, 8 главу, 15 стих, где мы найдем еще больше подробностей касательно сердца, которое способно приносить добрые плоды. Семена же, упавшие на хорошую почву, это люди, которые, слыша слово, хранят его в добром и честном сердце и приносят плод благодаря своей стойкости. So I decided to share some secrets of my spiritual life in this lesson tonight. И сегодня я хочу поделиться с вами секретами своей духовной жизни. And one of the secrets is that I try my best to pray the word. Один из таких секретов моей духовной жизни заключается в том, что я всегда стараюсь молиться именно Словом Божьим. God is speaking through the Bible, through the word, which the Holy Spirit makes alive to me. Как это происходит? Бог говорит мне что-то из своего слова, а Дух Святой это делает живым для меня. And when God has spoken, He is waiting for an answer. И каждый раз, когда Бог что-то говорит человеку, Он всегда ждет от человека отклик. This is the problem with so many people. They hear sermon after sermon, В этом заключается проблема некоторых людей. Они слышат одну проповедь за другой и так бесконечно. and they believe God is speaking, И при этом они сидят, слушают эту проповедь, и они верят, что это Бог им говорит. but when God has spoken, they say thank you, and they rush out to the coffee and the talk and the fellowship and Но потом, everything. когда все, Бог поговорил в их жизнь, они говорят, ну, аллилуйя, аминь, и начинают погружаться в кофе, общение и прочие разные вещи. But they are not aware that God is still waiting. I spoke to you. What will you do with this? Люди Answer. не отдают себе отчет, что каждый раз, когда Бог нам что-то конкретно говорит, Он продолжает ждать от нас определенный ответ. Он говорит нам, хорошо, вот я тебе что-то сказал, а что ты собираешься делать с этим? Fruit does not come by hearing the word, Никогда плод в жизни человека не рождается просто через механическое прослушивание but чего-то. by hearing and responding. Но когда человек слышит и внутренне откликается на услышанное, And response starts with a decision. I make a commitment. I make a decision. This is what I want. This is what I will do. отклик начинается в тот момент, когда человек слышит с внутреннего решения или посвящения, когда человек говорит, ага, Бог от меня хочет вот это, Бог мне сейчас говорит вот это. Да, я посвящаю себя на то, чтобы это сохранить, на то, чтобы это делать. Я собираюсь с этим что-то делать. So I want to make it practical. Here we have verse 15 from Luke 8. И я хочу, чтобы все в моей жизни было практично. Вот мы читаем этот 15 стих из Евангелия от Луки, 8 главы. And I read, the heart that will produce fruit is an honest and good heart. И я читаю, что оказывается, сердце, которое приносит добрые плоды,
оно должно быть добрым и честным. So I would pray, Holy Spirit, explain to me, what does it mean, an honest heart? В такой Good heart, момент what is that? How does я it look like? начинаю молиться и говорить Богу: Бог, дорогой Дух Святой, объясни мне, пожалуйста, что значит для тебя честное сердце. Я хочу это понимать. You are my teacher. Ты мой You are наставник. sent to lead me into all the Ты truth. был послан для того, чтобы наставлять меня на всякую истину. I must know what it is, an honest and good heart. И я хочу понимать, мне это важно знать, что такое доброе и честное сердце. So I ask you, come and teach Поэтому me. я прошу тебя, and help приди, me. научи меня и помоги мне. And then many times when I sit over a Bible verse, then other Bible verses will come to my mind. И очень часто со мной так случается, что когда я сижу и размышляю над каким-то конкретным стихом Писания, в этот момент у меня начинают всплывать другие стихи. I believe the Bible explains the Bible. Я, например, верю, что само Писание всегда объясняет само себя. So then I would look up those scriptures that come to my mind, И когда у меня which начинают are вспоминаться connected to this. какие-то стихи, я начинаю их искать, я начинаю их читать, я понимаю, что это взаимосвязано. But the most important thing is for me to make a commitment. Но I want to have such a heart. в такой момент для меня даже самое важное – это принять внутреннее решение, это посвятить себя на то, чтобы в моей жизни сердце оказалось именно таким. So I just don't want to have an understanding or a theory what is a good heart. No, I want to have a good heart. И я не просто хочу иметь понимание или какую-то теорию в голове хорошую о том, что такое, например, честное и доброе сердце. Я хочу, чтобы мое сердце было честным и добрым. And since I know you want this more than I want it, И потому что я прихожу и говорю Богу: Бог, я знаю, что ты этого для меня хочешь, даже больше, чем я сам для себя этого хочу. I'm absolutely sure you will show me, you will teach me, Поэтому я точно знаю, что ты мне покажешь, и ты меня научишь. and you will help me to И ты мне develop a поможешь. good, honest heart. Ты поможешь мне развить доброе и честное сердце. So I thank you. You heard my И prayer. я благодарю I тебя. honor you. Ты слышал мою молитву. Я почитаю тебя, мой Бог. You're working in my life. И ты работаешь I в will моей be жизни. changed. Я знаю, что ты будешь изменять So меня. this is how I would spend with just one word. Например, так я провожу время с обыкновенным каким-то стихом из Библии. And I find there's great blessing in this. И я вижу, какое огромное благословение мы можем из этого иметь. Then it speaks about keeping the word and bringing forth fruit with patience. И помимо доброго и честного сердца, что это семя нужно хранить в таком сердце, и причем нужно делать это еще со всякой стойкостью. So again, I would make a commitment. Yes, patience. This is what I need. Да, и я понимаю, я прихожу, говорю: Бог, и стойкости мне тоже не достает, я нуждаюсь в стойкости. Make me a man of patience. Сделай please. меня человеком стойким, сделай меня человеком, который способен терпеть и преодолевать. Because in order to bring forth fruit, I must have patience. Потому что для того, чтобы в моей жизни родился плод, мне нужно иметь стойкость и терпение. So do you get an understanding? God is speaking through the Bible, and I speak to Him on the ground of the Bible. Бог мне говорит через Писание, а я говорю Ему в ответ на основании Писания. This is much more effective than telling God all the time how you feel and Для меня это нечто значительно более эффективное, чем просто сидеть и рассказывать Богу свои чувства. complaining about things that don't work. And Жаловаться о том, что у тебя там не получается. you can pray yourself into a depression. Вы знаете, что можно замолить себя в состоянии депрессии? Yeah. До такого By just довести mentioning молитвами. all the things that are bothering you and they don't work. Если человек, все, что он делает, это сосредотачивает свое внимание только на том, что у него не получается, и его волнует бесконечно. But also you can pray yourself into hope, into expectancy, into joy. Можно домолить себя до состояния подавленности, но каждый из нас может молиться до состояния радости и надежды. And according to my experience, the latter one is much more beneficial. И
Исходя из моего личного опыта, я знаю, что когда мы молимся, и наши молитвы сами производят в нас надежду, веру и радость, такой способ молиться значительно более успешный. I know from the old days how it is to use the word and to beat myself and to pray myself into depression. I Из know. моих старых дней я знаю, что это такое сидеть и Словом Божьим себя долбать. И мы загоняем себя в состоянии депрессии. We don't even need help to do this. We just can do it easily. И, к сожалению, вот как раз-таки на таком пути нам даже ничьей помощи не требуется, потому что у всех у нас это достаточно развитый навык. But we want to cultivate an atmosphere on the inside of hope, expectancy and thankfulness. Но мы хотим культивировать в себе это состояние, эту атмосферу надежды, надежды чего-то доброго от Бога, веры и радости. Right now you have this kind of atmosphere on the inside in your soul that you were working on for the last decade. Сейчас в вашей душе царит именно та самая атмосфера, над которой вы лично потрудились в течение последних, например, 10 лет. That's why often I say, if you don't enjoy your feelings, why don't you get some better ones? Поэтому каждый раз я людям говорю, если вам не нравятся ваши собственные ощущения и ваши чувства, почему бы вам не завладеть лучшими и более приятными? You can doubt yourself, you can beat yourself down, you Вы can accuse yourself, можете you can сидеть despise yourself. бесконечно в себе сомневаться, себя гнобить, себя душить, себя забивать, себя презирать. Вы можете в этом сколько угодно находиться. But the Bible says, love your neighbor as yourself. Но Библия нам говорит, ты возлюби ближнего, как самого себя. If this is what you're doing with yourself, beating yourself down, accusing yourself, being unhappy about yourself, Если вы сидите и постоянно, вы живете в этом, вы обвиняете себя, вы осуждаете себя, вы забиваете себя, then I don't have great desire to be your neighbor. то, по правде сказать, мне вашим ближним не очень хочется быть. Now we come to hindrance number 2. Теперь мы подходим, наконец, к нашему второму препятствию из And притчи. remember, there are only 3 hindrances. И помните, у нас препятствий всего 3. 17. В общем, читаем с вами 4 главу Марка, 16-17 стих. Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Это люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью. Но у них нет корня, и поэтому их хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. So this kind of people, it's speaking about a certain kind of people. Здесь говорится об определенной категории людей, This reminds me of the charismatic people. верующие из харизматических They кругов, hear the word изрядно and they напоминает. respond with their emotions. Здесь написано, это люди, они слышат слово, и они эмоционально реагируют. So it's not a funeral atmosphere, but it's a joyful. Когда они слышат слово, это не так, как будто бы на похороны ты попал, они радостно воспринимают слово. So the start is good. Поэтому начало у этих людей очень хорошенькое и оптимистичное. The first response to the word is excellent. Да, люди сначала реагируют отлично на слово, But then unfortunately, но потом, к сожалению, it does not continue in the good way. это не продолжается в том же оптимистичном духе. They have no root in themselves. Писание говорит, это люди, которые сами в себе не имеют корня. So they last for a time, a certain short season, И этих людей хватает только на короткое время, and then it says afterwards, when affliction or persecution rises for the word's sake. и дословный перевод с английского звучит так: «И когда наступают трудности или гонения ради слова, Immediately they are offended. они моментально оскорбляются и обижаются». Or another way how you could translate this Greek word is they fall away from the faith. В целом русский перевод очень соответствует оригиналу, где говорится, что такие люди отступают от веры.
So let's analyze what happened. They were so happy, they were glad, they Давайте received the word. проанализируем. Yes, this is good, I believe it. Что с ними происходит? Вроде люди так хорошо начинают, они горят, у них там салют, они говорят: аллилуйя, как хорошо, будем, не Then забудем. what happened that made them fall away or А be потом, offended? что с ними происходит? Так что через короткое время эти люди оскорбляются, обижаются и отпадают. Why didn't they stay with their gladness? Почему эти люди не смогли сохранить свои Why they первоначальные were радости? offended? Почему они оскорбились? Because they expected something different. Почему? Потому что ожидали они чего-то другого. They were not ready for problems. Эти люди не были готовы встретиться с проблемами. They received the word with gladness, Они сначала с радостью принимают слово, and they thought, now we go from gladness to more gladness and higher и gladness. надеются, что теперь мы от радости, к великой радости, а потом к экстазу. All our problems are solved. Now we just Все flow with the проблемы Spirit and решаются, и мы have a просто glorious time. с духом парим, и у нас одни славные времена. Bye-bye sorrows, bye-bye problems. Прощайте проблемы, прощайте горести жизненные, все прощайте. This was their expectation. Таково ожидание людей некоторых. And that's why they were so shocked when problems suddenly И came. потом, когда вдруг начинаются проблемы, это шокирует людей. Afflictions or even persecution. Написано, начинаются какие-то страдания или даже гонения. That means they were not ready for the challenges, for the problems, for the unpleasant situations. Что по сути означает, что внутренне они оказались не готовы к каким-то переживаниям, каким-то проблемам, каким-то неприятным вещам в своей жизни. Они просто не были готовы. They had no real perspective on their life with God. У них не было какого-то реалистичного понимания, что представляет из себя жизнь с Богом. They heard the message, God loves you, you are precious to God. Люди услышали это слово: Бог тебя любит, ты драгоценен для Бога. He's a good God. И это благой Бог. And what they made out of the message is God will never allow to happen painful things in my life. И каким-то образом эти люди пришли к выводу собственному, что так как Бог благ и меня любит, Он никогда не позволит боли приходить в мою жизнь. Таково их понимание христианской жизни. And then things happen and they would say, I don't understand. А потом в жизни начинает что-то происходить, и люди говорят: я что-то ничего не понял. Why would God allow this? Почему Бог этому позволяет быть? If he would really love me, he would never allow this to happen in my life. Если бы Бог на самом деле меня любил, Он бы никогда не допустил вот это. And they get offended with God. И эти люди реально обижаются на Бога. If people have false expectations Если у людей есть завышенные или какие-то лживые ожидания, and then unpleasant things happen in their life, и потом в их жизни происходят какие-то неприятные they события, get offended. они обижаются They can even accuse God. и даже начинают винить во всем Бога. This is what we see with the children of Israel. Мы видим такое состояние у народа израильского. Remember, they were in slavery and they were crying out for God to save them. Они жили в рабстве столько времени, потом стали вопить к Богу, чтобы Бог их от этого спас. And then finally God heard their cry, that he raised up Moses, a deliverer, and he led them out of Egypt. И Бог услышал их вопль, Он поднял, Он взрастил Моисея, как их освободителя, и Он вывел их из египетского You рабства. remember this Ой, вы story? все, конечно же, помните эту And историю. how they were shouting and dancing and О, и rejoicing, они playing там the tambourine, and oh, hallelujah, our God is great. в And how бубны wonderful. били, они там танцевали, плясали и вопили, и говорили: велик наш Бог, достоин всей хвалы. And just a short time later, they were complaining, they were murmuring, they were accusing their leader, they were accusing God. Но через короткое время мы видим этот народ, который погрузился в негативные вещи, он начинает роптать, он начинает жаловаться, начинает обвинять своего вождя, начинает обвинять Бога. What happened to their joyful praise? Что случилось? Что случилось с их радостью радостной?
They did not guard their heart. Это люди, которые не хранили своего сердца. They interpreted the problems that they would face in a wrong way. Это люди, которые неправильно истолковали проблемы, с которыми они столкнулись. And they changed their view on God. И они изменили свое отношение к Богу. And suddenly they thought God is no longer good. God Они is against them. вдруг начали думать, Бог больше не благ, Бог против нас. The whole mighty deliverance was just in vain. И все это великое освобождение, которое Бог произвел, все это оказалось тщетой, оказывается. They pretended like they never wanted it. А более того, в конечном счете, они начали делать вид, что они вообще Бога не просили ни о каком спасении. 400 years they were crying, God deliver us. 400 лет они вопили, чтобы Бог их спас. Then God delivered them. И когда Бог их освободил, And some minor problems occurred. и стали происходить какие-то незначительные проблемы, The water was bitter or то вода something. им была слишком горькой, то And то было, то все. immediately they turned against God. Мгновенно они развернулись против Moses, Бога why did you bring us out of и начали Egypt? говорить, Моисей, ты нас зачем вообще вытащил из Are there Египта? not enough graves in Egypt И разве у нас не было достаточно всего там? so that you had to bring us out and we die in the desert? И разве недостаточно могил в Египте? Зачем ты нас вытащил оттуда, что мы тут все померли, что ли? So they decided already, we will die in the desert. И они решили уже для себя, все, помрем здесь в пустыне. They totally forgot the word. Они абсолютно забыли слово. What was the promise? I will lead you out of Egypt into the desert and there you will die. Бог им что сказал? Я вас выведу из Египта, заведу в пустыню, и вы там все помрете. No, I will lead you through the desert into the promised land. Но Бог им сказал, я вас выведу из Египта через пустыню, в землю обетованную. But in their offense, they totally left the word. Но в своей обиде, в своем ожесточении они совершенно позабыли это слово. They did not hold on to the word. И они не держались за это обещание. And they got offended. И оскорблялись. And they said many terrible, stupid things about their leader and about И God. наговорили много всего гадостного и о своем вожде человеческом, и о Боге по ходу тоже. You know the story. Вы знаете всю эту историю, конечно же. So, when people get offended, it's because they are disappointed and their expectations were not met. Когда люди оскорбляются, это происходит по причине того, что их ожидания не реализуются, и это означает, что их ожидания были заведомо ложными. And therefore, it's very important for our disciple to make sure he has the right expectations for his marathon. Поэтому очень важно, чтобы ученик, которому мы помогаем в его становлении, имел правильные ожидания на этой марафонской затяжной дистанции. Jesus said in the parable, when affliction and persecution arises because of the word or for the sake of the word. Обратите внимание, мы прочитали с вами в этом отрывке из Марка. Когда пришли трудности и пришли гонения за слово или ради Слова Божьего. He said, when, not if. Обратите внимание, что Иисус здесь не говорит, но если придут проблемы, Afflictions and persecution will surely come because of the word that you have received. но Он сказал, но когда придут, это означает, что в любом случае каждого человека ожидают гонения и трудности за слово на его пути. And let's not think in the highest category like persecution, you lose your life, you die for И your давайте faith. не будем с вами рассуждать это сейчас в категории каких-то гонений, когда человек свою собственную жизнь отдает за имя Христа. Let us put it in more general way and say unpleasant moments. Но давайте это обобщим и скажем, но когда в жизни человека наступают неприятные моменты? And unpleasant moments are promised to us in Друзья, our Christian walk. В нашем христианском хождении неприятные моменты
нам обещаны. the more we are committed to obey, the more we will face them. Более того, чем больше у человека есть внутреннего посвящения оказаться послушным Богу, тем больше неприятных моментов его поджидает. And this is not God's fault. И это не Божья вина. It's not God saying, oh, they are saved by grace without doing anything. This is too easy. Let them suffer. Это совершенно не такой подход Божий. О, они по благодати, совершенно без всяких усилий спаслись, как-то что-то с этим не то, пусть пострадает немного. No, unpleasant moments come for two reasons. Но неприятные моменты в жизни происходят по двум причинам. The devil rules this planet. Во-первых, князь этого мира – дьявол. And he hates God. И он ненавидит Бога. And because he cannot do anything against God, he hates the children of God. И потому что он никакого вреда причинить самому Богу не может, And он his evil всячески старается навредить детям Божьим. and his evil spirit is working in the heart of unbelievers. И его дух противления работает в сердцах всех неверующих людей. That's why they suddenly start to mock you, to ridicule you, or to hinder you, or to do strange and unpleasant things to you. Именно поэтому каким-то удивительным образом у разных людей появляется вдохновение над нами издеваться, нас всячески троллить и говорить какие-то вещи и создавать неприятные моменты в So нашей we жизни. say to the disciple, remember how you responded to the word before you became a Christian. И мы говорим этому начинающему ученику, мы говорим, ты вспомни, как ты сам сначала реагировал на то слово, которое тебе проповедовали. So there will be people going against you at your work, in your Поэтому, neighborhood. друзья, этого не избежать. Обязательно будут люди, которые будут против нас выступать на рабочем месте, наши соседи какие-то, кто угодно. In your own house. Даже, например, члены вашей собственной Your семьи, relatives. ваши близкие родственники. This is prophesied, this is promised. Нам было это напророчествовано, нам обещал это сам Бог. So please be realistic, Поэтому будьте реалистичны, друзья. you know, and look at your future as God says it would look like. И ожидайте в будущем какие-то вещи, которые нас сам Бог призывает ожидать. In Acts 14 we read, they strengthened the souls of the disciples В Деяниях в 14 главе написано, и они укрепляли души учеников. I think it is verse, yes, it's verse 22. 22 стих. Strengthening the souls of the disciples by telling them, we must go through much tribulation into the kingdom of God. Этот удивительный стих звучит так. И они укрепляли души учеников, говоря им, многими скорбями, братья, надлежит нам войти в Царство Божие. You say, what kind of strengthening is this? Скажут, вот это нормально, они укрепляли души учеников. This makes me trembling. Да, когда ты слышишь про многие скорби, тебя начинает это пугать. This is a bad word. I break it. I resist it. Да, I don't accept it. да, и когда нам говорят многими скорбями, говорим именем Господа Иисуса, я это разбиваю над своей жизнью, я противостою тебе. I don't accept this curse. Я не принимаю это You know проклятие. this kind of charismatics? Знаете же, харизматические все эти штучки. You just talk about reality. I break that. Да, стоит только начать говорить про какую-то реальность, о, я разбиваю это. No, we would say to our disciple, please be realistic. This is the life that you will face. Но мы должны призывать нашего ученика и объяснять ему, что вот такова жизнь, с которой нам придется столкнуться. And the good part of this bad message is God will be with you. He will comfort you. He will help you. И добрая сторона этого послания заключается в том, что Бог говорит, посреди всех этих многих скорбей я буду с тобой, я тебя подкреплю, я тебе помогу. And these mean relatives and neighbors, they will help you to develop your ability to forgive. Более того, эти злобноватые родственники, соседи, кто бы они ни были, они помогут тебе возрастать в прощении. So rejoice, they are working on your sanctification. Поэтому возрадуйся, эти люди трудятся над твоим сердцем, над твоим освящением. So don't have a negative attitude.
I will Поэтому, never see my relatives again. друзья, не надо сразу принимать неправильные решения и говорить, вот эти родственники, все, чтоб глаза моих не видели. I will leave the work because my boss is mistreating me now. О, я уйду с работы, потому что у меня начальник просто вреднючий. If you want a nice, easy life, then why did you become a Christian? Друзья, если вы хотели легкой и приятной жизни, зачем вы стали христианином? Trouble and affliction and pain and unpleasant moments are promised to you. Почему? Потому что любому христианину обещаны неприятные моменты, гонения, скорби и страдания. You must take the whole package, not just the cake. И невозможно в христианстве взять для себя только торт, а все остальное оставить кому-то еще. If we dream of an easy life without any problems, without any pain, without any unpleasant moments, this is just not realistic. Друзья, могу смело сказать, если люди ждут от жизни, что она будет приятной, легкой и исключительно увеселительной, это совершенно нереалистичные So ожидания. where's the strengthening in this message? You will have much problems. И скажите, где можно почерпнуть это подкрепление души в слове, где многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие? The strengthening is in this part. If you learn to respond to these problems in the right way, Правильный аспект этого заключен в том, что ты обязательно будешь укреплен, если ты научишься правильно на все эти скорби реагировать. all those things will work out for И в good конечном in your счете, life. Любящим Бога, призванным по Его изволению, Бог все это обернет во благо. All things work together for our good. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. But only when we stay in faith, Но только если человек остается в вере, that means we stay in thanksgiving, что означает, что он остается в благодарении. we stay away from murmuring and Когда complaint человек держится подальше от ропота and stupid prayers, why has God forsaken me? и Why жалости doesn't к he love me себе, anymore? когда человек держится подальше от всех этих нелепых молитв, о, где Бог, куда Он смотрел, почему Он все это сделал, Only then those evil things, these unpleasant things, will work for good. только когда мы сохраняем такого рода правильное отношение, все то плохое, что происходит в нашей жизни, Бог способен обернуть нам во благо. will beg this disciple, Поэтому мы умоляем нашего ученика, get a realistic perspective of Christian life. пожалуйста, культивируй в себе реалистичную картину жизни. Study the Bible. Изучай Писание. Not that God loves you does not mean He will carry you on roses. Только потому, что Бог тебя любит, вовсе не значит, что Он твой путь усыпет лепестками роз. No, you will have many unpleasant, even painful situations. You will have. Но у please. каждого человека обязательно будут неприятные моменты, достаточно болевые в каких-то вещах. And the second reason why you will have this is because you have this, what the Bible calls the flesh. И вторая вещь, по которой в нашей жизни происходят различные переживания, это просто потому, что Писание говорит, у нас плоть есть. Yes, you are a new creature, Да, мы новое творение во Христе Иисусе. and you are loved and accepted, and you are in union with Christ. Мы любимы, мы приняты, мы соединены со Христом. You have the Spirit, and you can learn to be governed by the Spirit. У нас есть Дух, и мы все можем научиться быть ведомыми Духом. But at the same time, you have what the Bible calls the flesh. Но при этом у нас есть то, что Писание называет человеческой плотью. And the flesh is an enmity against God. И плоть всегда воюет с Богом. Unfortunately, it has not been converted. Она всегда противится, ее обратить ко Христу невозможно. It's in rebellion with God. Она всегда находится в состоянии бунта против It Бога, doesn't want to serve. It doesn't Она не want to be хочет. happy. служить, она не хочет радоваться, It doesn't want to rejoice in God. она не хочет быть счастливой о Боге, It doesn't want to pray. It doesn't want to study the она не Bible. хочет молиться, она не хочет читать Писание и изучать его. And we meet the flesh every morning. И мы встречаемся со своей плотью каждое Божье Oh, утро. no desire to pray.
О, и начинается, ну что-то молиться вообще никак. Oh, how unfortunate. Maybe I try tomorrow. Жаль-то как. Ну, может быть, завтра попробуем. I hope tomorrow I will have great zeal and desire for Надеюсь, prayer. завтра у меня же будет бешеное желание. But now I don't have. Но сейчас нет. And since Нет. I don't have desire, it would be hypocritical if I now pray and force myself to say things that are not real. А раз у No, меня let's be желания нет, authentic. This is the key word. раз Authentic. у меня нет желания, значит, если я без желания начну молиться, я буду лицемером, я начну говорить те вещи, которые не живут в моем сердце, но мне же нужно быть аутентичным. What they mean by being authentic is living in the flesh. Знаете, с точки зрения разных людей, быть аутентичным, искренним и подлинным, это значит просто тупо жить по плоти. Fulfilling the desires of the flesh. Исполняя страсти и похоти своей плоти. And those who live in the flesh cannot please God. Но This is what the Bible says. Библия говорит, всякий, живущий по плоти, Богу угодить не может. So there's a whole wrong teaching which deceives young people. И я могу вам сказать, что существует учение странное, которое просто обольщает молодых людей. And they are taught to live according to their feelings. Когда людей вдохновляют поступать по их чувствам. This will be a major lesson for our disciple to understand and to say yes to it. И это один из основных уроков, которому нужно обучать нашего ученика и вдохновлять его всячески сказать свое «да» на это. We need to explain to him, when you want to do what the Bible says, you will have many situations where you must go against your old feelings. Нам очень важно предупредить человека, что как только человек принимает решение двигаться за Богом и жить по духу, ему придется раз за разом принимать решения, которые будут противиться его внутренним чувствам и тому, как он привык жить в целом. And when you say no to the desires of the flesh, you will have unpleasant feelings. You will have. И однозначно, когда человек говорит «нет» каким-то желаниям своей плоти, в этот момент ему неприятно становится. Это неприятное So чувство. never allow to be governed by feelings. Поэтому никогда в жизни мы не должны быть ведомыми чувствами. Remember when the Spirit convicted you because you were in some way unloving, and the Spirit said, go to your husband or go to your child and ask for forgiveness? You remember how it was the first time? Например, когда Дух Святой вас обличил, и вы в первый раз были вынуждены, например, уверовавши, пойти к своему мужу или к своему ребенку и попросить прощения за то, что вы с ним поступили не по любви как-то. Какие чувства это вызывало? Мы все помним. You go to someone, I was wrong, I hurt you, I didn't have any right to do it. Please forgive me. Когда ты идешь к человеку и говоришь, слушай, я неправильно с тобой обошелся, я причинил тебе боль, я сделал что-то не так, пожалуйста, прости You меня. feel like dying. Часто у тебя чувство, что ты сейчас вот умрешь это And делая. everything on the inside says, I cannot do this. Да, и все внутри нас говорит, ой, нет, я не могу это сделать But просто. we have prepared him. We told him, don't go by feelings, don't follow the lies, go with the word. Но мы-то его приготовили, мы ученика приготовили, мы ему говорим, полагайся на слово, не полагайся на If чувства. God says, humble yourself, that means I will give you grace so that you can humble yourself. You can do it. И если ты хочешь себя смирить, ты смиряешь, я дам тебе благодать, и ты сможешь смириться, ты сможешь это The сделать. flesh says, I cannot and I don't want. Плоть говорит нам всегда, я не хочу и не могу. And the great message for the disciple is, you are spirit, you are not the flesh. И очень важно нам говорить нашему ученику, ты дух, ты не плоть. And you do what is right and not what the flesh wants you to И do. ты делаешь то, что правильно, а не то, что хочет твоя плоть. You can kill your flesh. Ты можешь убить свою You плоть. can crucify your Ты flesh. можешь ее распять. Yes, it will feel like I will die. Да, конечно, иногда это вызывает ощущение, что я вот-вот умру, But even that is just the fear of the flesh. но и даже это всего лишь страхи твоей плоти. You will survive it. Ты переживешь все. So we encourage him to take Итак, мы steps вдохновляем нашего in ученика everyday делать life шаги в своей ежедневной жизни. and go through a little suffering of unpleasant moment. И просто
спокойно переживать эти моменты неприятных ощущений. When he the first time hears the message of tithing, this will create unpleasant moments. Если вы человеку первый раз в жизни говорите про десятину, наверняка это будет неприятный момент в его жизни. I have $500, and when I obey the word, then I have 450. Да, This вот is a у меня pain. есть $500, я отдам десятину, останется 450. Боль. And I wonder how I will make it. Какая боль? И я не знаю, как я смогу выжить на эти деньги. It's an unpleasant moment. Согласитесь, неприятный момент для плоти. If he was used to a lifestyle where he would fulfill all the needs of his body, suddenly to say no to those needs, this is a painful moment. Если человек привык ублажать свою плоть, восполнять все ее нужды, и в этот момент он теряет частично такую возможность. Боль. Remember, I said one of the things we will make him do is fasting again and again. Вспомните, мы с вами have some fasting in his говорили life. о том, что одна из вещей, которым необходимо обучать ученика, это, например, дисциплине поста. And when you tell this in New Christian the first time, you will be amazed the protest that will rise up. И первый раз, когда вы призываете ученика попаститься, это всегда вызовет протест плоти, и все, больше ничего. What do you mean fasting? I cannot go without food. I will collapse. I will Да. go to hospital. Какой пост? Я не вынесу, я упаду в обморок, я в больницу попаду. This feels terrible. И это вызывает у людей очень неприятные ощущения. Yes, but you can do it. Да, но ты все равно Don't сможешь. listen to your body. Не слушай свое тело. You can do it. You're Ты a new можешь creature. You это have сделать. grace. Ты новое творение, у тебя есть благодать. You can do what the word commands you to do. Ты можешь исполнять то, что Слово Божие повелевает тебе. Believe the word, believe me, and then go and do it. Да. Верь Слову, верь мне и вперед. This is how we push him into fasting. Так мы людей часто первый раз запускаем в пост. Yeah? And we can encourage him. Believe me, at the third day, it will really be a great experience. И and you will have особенно fun. их вдохновляем и говорим, а на третий день ты уже не будешь чувствовать даже никаких приступов голода. На третий день уже будет все легко и радостно. What do you mean at the third day? I die at the first day. Какой третий день? Я первый не переживу. You will come across many strange ideas and feelings, and you have to encourage them in a very practical way. You don't go by your feeling. У разных людей часто возникают всевозможные мысли, всевозможные чувства. И мы налегаем и помогаем им на эти чувства и идеи не полагаться. So we will strengthen his faith, Мы укрепляем веру and we will tell him the truth. и говорим человеку правду. Now you are a Christian, Теперь ты and you христианин. will have many unpleasant, И в твоей painful жизни moments. будет You много неприятных и каких-то таких нежеланных моментов. will. And the best way to deal with this bad news И самое лучшее, как можно принять ее, это сказать ей «да» этой новости. avoiding difficult situations is no answer. Избегать неприятной ситуации в жизни никогда не является Even ответом. secular people understand this. Даже мирские, светские люди очень хорошо это So понимают. don't try to hide yourself. Don't try to hope. Oh, I hope it will just be a little pain, and very seldom. Поэтому нет никакого смысла пытаться нарисовать себе, что, может быть, это будет что-то маленькое, незначительное, и все не такое уж страшное. No face reality. Нет, очень важно просто Take взять, the bull by the horns. столкнуться лицом к лицу с реальностью, взять быка за рога, I am not naive. There will be problems. There will be painful сказать в своем situations. сердце, я не буду наивным, я And I'm not понимаю, running away. что в моей жизни будут неприятные I'm not моменты и hiding. трудности, но и я не буду убегать от них, I'm и я not не буду прятаться. Hoping it will pass by. Я не буду надеяться, что это меня обойдет стороной. I will conquer it. Я буду это все God is преодолевать. with me. И Бог со мной. This is how you respond to this bad news. There will be many И это unpleasant самый moments. лучший способ отреагировать на новость, что в жизни нам испытаний не избежать. And this is the Bible answer. 1 Peter 4. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. Итак, поскольку Христос пострадал телом,
то и вы вооружитесь той же мыслью. Ведь тот, кто страдал телесно, перестал грешить. Here it says, arm yourself. That means take a weapon. Вооружитесь. Что такое вооружитесь? Это значит, возьмите свое оружие. What is the weapon? В чем заключается оружие? I turn the fear into a fact. Я превращаю свой страх в факт. Yes, I will suffer, И я говорю, да, я буду страдать, and God will help me. но Бог мне поможет. I say yes to suffering. Поэтому я скажу да своим неприятным моментам. I do not run away from Я не painful буду moments. бегать от каких-то болезненных вещей. Even when I'm confronted with those negative perspectives, I stay in faith that God will help me through. Даже если меня ожидает какая-то негативная, неприятная перспектива, я все равно вооружусь, я все равно с этим столкнусь, я это пройду, и Бог будет со мной. This is a powerful weapon. И, кстати сказать, это очень именно мощное оружие. Turn the fear, oh, maybe I will suffer, maybe it will be painful. Все Oh, наши I don't страхи, hope. что, может быть, что-то в жизни мне и придется пережить. Turn the fear into a fact. Yes, I will suffer. Нам этот страх важно перевести в факт и сказать, да, это точно будет, And I'm not running away. но я бегать от I этого trust my не God. буду. Я буду уповать на Бога посреди всех своих скорбей. So we change the attitude of our disciple into something positive. Поэтому очень важно вот такие как бы страхи человека преобразовать в это могучее оружие просто. Yeah? You understand? Понимаете? Our fears do not minimize those painful, unpleasant moments. Смысл заключается в том, что сколько бы человек ни боялся, ему не поможет это минимизировать что-то уменьшить и чего-то избежать. They will come anyway. Все равно то, что придет, оно They придет will в его come. жизнь. Оно придет. So we better get ready. Поэтому в такой момент лучше And we приготовиться arm ourselves и вооружиться. and say yes to suffering. И сказать «да» страданиям. For a person in the world, this is absolutely И я crazy. понимаю, что какому-нибудь Say yes to мирскому suffering. человеку об этом скажи, он скажет, вы какие-то там ненормальные. But- Как можно сказать «да» страданиям в But жизни? with this understanding, we see this makes sense. Но мы видим, что это имеет смысл. We cannot change the В circumstances. свете того, о чем мы говорили, мы не сможем изменить We обстоятельства cannot жизни. avoid painful situations. И мы не сможем избежать болезненных переживаний. So if they come anyhow, then we want to go through victoriously. И даже если они все равно в любом случае придут в нашу жизнь, мы хотим пройти через них победоносно. So we have a testimony. Чтобы в нашей жизни нам иметь We свидетельство. could say something like, yes, as an unbeliever, I was afraid of the dentist for years. I avoided him. Чтобы мы могли в конечном счете сказать, будучи неверующим, я до смерти боялся стоматолога и не посещал его годами. But God changed my mentality Но Бог and изменил мое delivered me from my мышление, fears. освободил меня от всех And моих I went to страхов. the dentist in faith. И я пошел к стоматологу в вере. And it was not as bad as I expected, and God was there. И это оказалось не так ужасно, как я ожидал, и Бог был со мной. And I lose all the fears from the И dentist. теперь я утратил свои страхи перед стоматологами. So out of the problem, suddenly you got a testimony. И интересно, что так, казалось бы, из проблемы рождается свидетельство. Your present problems are the testimonies of tomorrow. Ваши сегодняшние проблемы – это ваши завтрашние свидетельства. So thank God, God is preparing new testimonies in your life. Поэтому благодарение Богу, который занимается свидетельствами в вашей жизни. And you no longer run away. И вы уже не бегаете. You no longer have this attitude of self-pity. I have И so вы уже many не сидите problems. в какой-то You won't саможалости. believe it. I can't count them all. У меня There are столько so проблем, many. It's не so пересчитать. painful. О, боль, страх и ужас. Who gets edified by hearing such a message? Скажите, кто получит назидание, когда слышит подобные слова и жалобы? But when you say, I have many problems, thank God, and I will overcome them. Лучше сказать, благодарение Богу, сегодня у меня много проблем, но я их преодолею. Then your unbelieving friends say, what kind of mentality is this? И я представляю, как неверующие люди смотрят в этот момент
и говорят, да, вот это мышление. I never heard something like this. Я Yes, не- this is new. This is the Bible faith. It Да, works. я никогда раньше ничего такого не слышал. Да, такова библейская вера, и она работает. I can't tell you how many fears I had when I became a Christian. Я не могу вам передать, в скольких страхах я в своей жизни жил, когда только уверовал. And God delivered me from И all of Бог- them, one by one. По одному, один за другим, Он освободил меня от них, от всех. And I had some people who loved me and they pushed me into situations where I had to overcome. И в моей жизни были любящие люди, которые толкнули меня во все эти ситуации, где я был вынужден преодолевать. And 5 years from now, your little trembling disciple, he will make disciple and say, this is what I learned. And they И push через me 5 into it. лет ваш ученик будет говорить своим ученикам, у меня было столько страхов, но я их преодолел, и ты сможешь, и будет толкать ваш ученик уже своего. Now you go for it and I tell you it will work. И будет говорить им, иди и делай, все получится. Don't avoid your fears, confront them, take them by the horns. Нельзя бояться своих страхов, нужно брать быка за рога. So this is a powerful weapon, Это очень мощное оружие. saying yes to unpleasant moments. Сказать «да» неприятным моментам. It sounds crazy, but you see, it's Звучит- absolutely biblical. Безумно чисто по-человечески, но это очень библейский подход. And we use every help and every tool that we can find in Scripture. И мы используем всякий вид вооружения, всякий инструмент, который мы только можем найти в Писании. And one of the tools that God gives to us is the promise that there will be a reward for going through painful situations. Один из основных инструментов, кстати, это обещание Писания, что за все те страдания, которые мы пройдем, мы обязательно будем вознаграждены. I use this tool many times. On purpose, I force myself to be motivated and to think about certain things Я from сам the Word. этим пользуюсь довольно часто. Я буквально заставляю себя думать в этом направлении и пользоваться этим инструментом. Yeah. Sometimes I feel overwhelmed by the idea of praying. I feel overwhelmed. No, I don't want this. I'm tired. Please, no, not today. У меня тоже бывают моменты, когда идея помолиться мне кажется просто несносной. And then I motivate myself and say, but Jesus says, the Father will reward me for closing the door and saying my prayers. He will reward me. Но я просто вспоминаю слова Иисуса и говорю, Отец обещает вознаградить меня, если я войду в свое тайное место, закрою за собой двери и начну молиться Богу. And I want the reward. И я хочу получить And свою therefore I награду. overcome this resistance of the flesh. Поэтому я преодолеваю это сопротивление плоти. Yes, admit I'm very selfish. I want the reward. Да, и я говорю, в этом есть своеобразный эгоизм. Я хочу получить свою награду. But Jesus started the whole thing. Но это Иисус все заварил. He said, God will reward you. Think Он of the reward. сказал, вы получите, Отец ваш, видящий тайное, Он воздаст вам явно. Я хочу получить свое воздаяние. So it's not necessarily selfish to think of the reward and do it for the reward. Поэтому с точки зрения Иисуса в этом нет ничего эгоистичного. Думать про свое воздаяние и получать его. And I show you at least two powerful examples from Scripture where people did exactly this. They overcame their natural response or the natural reaction by forcing themselves to be motivated by the reward. И я хочу показать вам два примера из Писания, когда люди преодолевали себя, преодолевали разные вещи. Они преодолевали свою плоть, по сути, мотивируя себя размышлять о воздаянии, которое они в ответ получат от Бога. Let's please look at Hebrews 10. Давайте откроем Евреям 10 главу.
This is a very powerful revelation that I received just by studying the Word. I didn't read it in any book. Я не вычитал это ни в какой книге, я получил это откровение, просто размышляя над Писанием. I didn't learn it at the theological seminary, Никто меня этому не обучал в теологической семинарии, which I never visited, thank God. в которых я, благодарение Богу, и не учился никогда. Евреям 10 глава с 32 по 35 стих. Вспомните прежние дни, когда после того, как были просвещены, вы выдержали тяжелые страдания. Временами вас выставляли на осмеяние и преследовали, а временами вы стояли плечом к плечу с теми, кто переносил такие же страдания. Вы проявляли сострадание к тем, кто находился в темницах, вы даже радовались, когда забирали ваше имущество, потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее, вечное. Не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. He wants to motivate them to fight the fight of faith. Автор здесь пытается мотивировать. And he says, call to remembrance the former days. Он говорит, вспомните предыдущие времена, прежние времена. Activate your memories of old days where you had victory. Он говорит, активируйте те воспоминания, в которых вы имели победу. And then he explains in detail what happened and how it happened. Потом он здесь в достаточно очевидных подробностях описывает, что происходило, всевозможные какие-то моменты. Verse 34, the second part, you took joyfully the spoiling of your goods. И интересно, что здесь в 34 стихе говорится, и вы с радостью восприняли, когда у вас отнимали ваше собственное So they were имущество. persecuted for their faith. Мы видим людей, которых гнали за их веру, Their belongings were taken away. и их имущество просто расхищали, у них отнимали их имущество. Maybe their bank account was shut down, or their house was taken away, or whatever. Например, их могли выгнать из дома и отнять, конфисковать их имущество, у них могли закрыть банковский счет, все что угодно. And here it says something amazing. It's so easy to overlook this. И здесь говорится нечто удивительное, что легко пропустить. You responded to these deeds where your belongings were stolen with joy. Здесь написано, вы даже радовались, когда с вами вот так поступали. Can you see that this is a miracle? Вы видите, какое это чудо? How Реально. would we respond? We go home tonight and there's two soldiers in front of our house and they say no entry anymore. It belongs now to the state. It's taken because you're a disobedient citizen. You believe in this Jesus. The house is Представьте taken. себе такую ситуацию. Вы сегодня подходите к дверям вашей квартиры, а там стоит два полицейских стоят и говорят, зайти не сможете, опечатано. Государство изъяло вашу собственность из-за того, что вы непокорные граждане и верите в какого-то Иисуса. So now you see that this is a miracle that they responded joyfully. И мы видим, что это такое чудо, что они могли даже обрадоваться This is not происходившему. normal. Это не было чем-то естественным и нормальным And the по-человечески. question is, how could they respond in such an unusual way? That is the question. И вопрос заключается в том, как они могли неожиданно отреагировать с радостью. If we find out the answer, Если мы узнаем ответ, then we can learn to respond differently то тогда мы тоже научимся реагировать in по-другому. disappointments, Реагировать по-другому в каких-то разочаровывающих нас which обстоятельствах, surely will come. которые однозначно наступят в нашей жизни. So here it's explained. И здесь нам это все объясняет They Слово Божие. responded joyfully, knowing in yourselves that you have in heaven a better and enduring substance. Дословный перевод звучит так. Но вы смогли радоваться, вы радовались, когда с вами происходили все эти потери, потому что вы знали, что у вас есть на небесах лучшее и вечно пребывающее имущество. That means they really believed in their heart
that it is true what Jesus said, I will go and I will build a house for you, and when I'm finished, I come Другими and bring you словами, there. они были абсолютно убеждены в правдивости того, что им обещал Иисус. Иисус сказал: вот я от вас ухожу, но я пойду и приготовлю место для вас, а потом за вами вернусь. They really believed that. Они верили в это всем сердцем. And so, because this was a reality for them, they could say, okay, the shack is gone, but the palace is still there. И именно поэтому они могли так реагировать и говорить: так, у меня отняли хижину, но меня ждет дворец. And very soon we will go there and live there. И в скором времени мы туда попадем и будем жить в дворце. So why should we shed a tear for this shack? Поэтому что нам теперь слезы лить над хижинами своими? We still have the palace. Потому что нас ждет наш дворец, он-то точно вечный, он никуда не денется. I know for us that are so much rooted into the material world, this sounds like, is this possible? I mean, how can you live in such a way? И я осознаю, что для нас, для современных людей, которые настолько укоренены в материальных каких-то вещах, вот такого рода мысли и такого рода отношения нам просто кажутся невероятными. But this is the same reason why people could sing to God praises while they were burnt at the stake. Но именно поэтому люди могли, вознося свои глаза там и руки, петь песни в момент, когда их где-нибудь на кострах жгли. So such a trust in God is possible. Поэтому такой уровень доверия Богу возможен. And the Bible says Jesus is the author and the finisher of our faith. И Писание провозглашает, что Иисус является нашим начальником и совершителем веры. Другими словами, тем, кто начал в нас веру и доведет ее до совершенства. And to me, this kind of response in a very unpleasant, painful moment, this is the finished faith. И для меня вот такого рода реакция – это и есть проявление законченной или совершенной веры. Where we give a powerful testimony to the unbelievers, our home is in heaven. Когда мы свидетельствуем очень мощным образом неверующим и провозглашаем: наше жительство, наш дом на небесах. This is what Jesus meant when all the trouble will come on planet Earth. The believers look up Иисус, and know that salvation is near. Иисус поэтому и говорил, что когда все будет подходить к своему там концу, и люди будут переживать всевозможные страдания, они будут поднимать глаза свои на небеса и знать, что спасение близко. Jesus said it will be a terrible time like it was never before on this planet. Иисус говорит, что эту землю, эту планету ждут совершенно катастрофические времена, которые невозможно сравнить ни с чем, что было в истории. And the heart of the unbelievers will faint for fear. И написано, что сердца неверующих людей, они будут в страхе просто и в ужасе, люди будут терять всякое мужество. And he said, but your heart will not be shaken. Но он говорит: но ваши сердца не будут сотрясены. When all this begins to happen, look up. Он говорит: когда вы увидите все происходящее, дословный перевод говорит: поднимите ваши глаза, Full of hope and confidence наполненные надеждой и уверенностью. that your salvation is very near. И знайте, что ваше спасение близко. And that is God's goal, to produce such depth of faith in us. И это Божья цель – произвести в нас именно такую глубину веры и доверия. And believers who respond in the midst of trouble with hope and confidence and joy, this is a powerful testimony to the world. И верующие, которые посреди страданий и гонений могут реагировать с такой верой, с таким дерзновением, с таким упованием, это величайшее свидетельство для этого мира. And this perspective that God wants to build such a strong, unshakable faith in us should bring great confidence and hope. And yes, this is what I want. И
это Божье намерение, что Бог хочет построить в нас настолько глубокую, настолько непоколебимую, настолько сильную уверенность и понимание того, что сам Бог это будет делать, должно рождать в нас надежду. This is what is truly pleasing and glorifying God, this kind of faith. И такого рода вера, она по-настоящему угодна. И это вера, которая прославляет Бога. And we need to prepare our disciples for those days. И наших учеников нам стоит подготовить к таким наступающим временам, Those days will not get easier. потому что времена не будут делаться более легкими. Trouble and difficulties will increase and increase. Всякого рода переживания и страдания, они будут только умножаться на лице земли. Because the day of Jesus' return is near. Потому что день возвращения Господа нашего Иисуса Христа близок. And the Bible says we will have both. И Библия говорит нам, что у нас будет и то, и другое. Tremendous pressure, tremendous persecution, Будет гигантское давление на верующих, будет гонение страшное. and at the same time, great support from heaven with signs and miracles and the power of the word preached that the hearts are really Pierced. touched and pierced and И all при these этом things. мы будем жить в огромной поддержке и благословении небес, когда Бог будет подтверждать свое слово чудесами и знамениями, и когда слово Его будет просто проникать в сердца людей с силой. And very soon the day will come where we stand before Jesus И вскоре наступит тот день, когда мы все встанем перед Иисусом. and give a report, give an account of our lives. И каждому из нас предстоит дать отчет о своем уповании, о своей жизни. And we want to give a good account. И мы хотим, чтобы отчет о нашей жизни оказался добрым. We want to say, this is what I did for you. Мы хотим быть способными сказать Христу: «Я сделал для Are тебя the вот это. sacrifices I Это мои endured. жертвы. Это то, что я Because I смог love претерпеть из любви к тебе». And we should think again and again of this day, which is already marked in God's calendar. И нам стоит размышлять об этом дне, который Бог уже отметил в своем календаре, We will stand before Him. что мы все встанем перед Ним. And I know how you plan the end of your life. И я не знаю, конечно, каким вы видите конец вашей жизни. I have a plan. Но у меня, And например, I made a commitment. тоже есть видение, у меня есть план, у меня есть посвящение. And I was thinking, what is my life about? What do I want? Я думал про себя, что я хочу в своей жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь во что упиралась. And I tell you, И скажу вам, I live to hear one sentence. я живу для того, чтобы услышать одно предложение. This is why I live. Я решил для себя, что This is только my ради goal. этого я живу, и это моя I цель. want to hear one sentence. Я хочу услышать только одно предложение. Everything else doesn't matter. И все остальное уже If не people имеет like me, if значения. people hate me, Любили меня люди или ненавидели. I don't care. Мне все равно. I want to hear this sentence. Я хочу услышать только одно. And this sentence is well done, faithful servant. Я хочу услышать такие слова. Молодец, добрый и верный раб. Enter the joy of your master. Войди в радость своего господина. This is why I live. Я для этого This is what I живу. want. И это то, чего я хочу. And I think many times of this moment. И я часто думаю над этим моментом. And I know it's just a short while and I will have this moment. И я понимаю, что еще пройдет совсем немного времени, и этот момент наступит в моей And жизни. when I have this perspective, everything else falls into place. И знаете, когда я перед собой держу именно эту перспективу и этот день, все остальное в моей жизни начинает вставать на свои места. I understood many years ago, in order to hear this word of praise, И я понял много лет тому назад для себя, что для того, чтобы услышать такие слова, I must hear all kind of evil,
bad words from people about До me. этого I мне must. придется за время моей жизни на земле выслушать много гадких, неприятных, всяких осуждающих слов со стороны людей. And sometimes when I hear bad news or people tell me, oh, he wrote this about you and he says this, I tend to get angry. Когда я слышу Yes, this is какие-то the fact. новости, это тоже факт, который касается моего сердца. Когда я слышу, что какие-то люди, кто-то про меня что-то сказал, где-то что-то написал, мне тоже хочется разозлиться. Я начинаю злиться. And this thing rises up on the inside. This is not fair, and how can they do this to me? И And внутри возникает это ощущение, когда хочется сказать, это несправедливо, да как они могли, и вот это все. But then I think of this moment when I stand before Jesus. А потом я вспоминаю про этот момент, который обязательно наступит в моей жизни, и я встану перед And in Иисусом. order to hear this word, I must hear those evil words before. I must. И зная, что для того, чтобы услышать добрые слова от Него, мне сначала придется выслушать вот это все. And then I think of those poor people, А потом я еще начинаю вдобавок думать про этих несчастных людей. sometimes leaders, Иногда служители, influential leaders. влиятельные служители, They claim they believe in the Bible. люди, которые претендуют на то, что они верят в Писание. And they have no problems condemning me and spreading rumors about me. И для них не составляет никакой сложности клеветать на меня, какие-нибудь слухи распускать. And when I think of them standing before Jesus, give an account of their life, И когда я думаю, что им точно так же, как и мне, предстоит встретиться со Христом и Instead давать of- отчет о своей жизни, instead of anger, I feel compassion. в такой момент вместо гнева я начинаю испытывать сострадание к Lord, этим have людям. mercy. И я начинаю молиться и говорить: Open Господи, their eyes. смилуйся над этими людьми, открой их глаза Help them и помоги to get им rid of this fight for power and influence and all this. Help them. избавиться этим людям от желания какого-то соперничества, какой-то власти, какого-то влияния. What a shock will it be for them if they, without repentance of these evil things, stand before Jesus? What a shock. Потому что какой их ждет неприятный шок, когда они встанут перед Иисусом, и все это начнет всплывать, а эти люди даже никогда не раскаялись в And этом. without forcing myself, my heart just goes, Lord, have mercy on И them. даже не Please заставляя себя, help them. мне не приходится заставлять, потому что мое сердце тогда начинает двигаться в сострадании, в жалости к этим людям. Я начинаю за этих людей молиться искренне и говорить: Господи, помоги им. So this is how I try to keep my heart. Так я храню свое сердце. I learned these things from a book. И этим вещам из книги не научиться, как и я не The Holy научился. Spirit opened my eyes to these wonderful things in the Word. Но Дух Святой открыл мои глаза на все эти прекрасные вещи из Писания. So by the help of the Holy Spirit, we want to do one great thing. Поэтому при помощи Духа Святого мы хотим сделать нечто замечательное, большое. We want to convince our disciple, I mean, he's a disciple of Jesus, but the one that we are discipling, convince him to say yes to suffering. Мы хотим помочь ученику. Это не наш ученик, это ученик Христа, но это человек, которому мы помогаем. Мы хотим убедить его посредством Писания, что ему следует согласиться на неприятные моменты и страдания в своей жизни. And this does not start in great heavy persecution. It starts on Wednesday morning. Shall I go to the prayer meeting or shall I sleep a little bit longer? Это не начинается с какого-то массированного гонения по всем фронтам, а может быть начинается просто со среды, когда утром надо пойти в 7 часов на молитвенное собрание кому-то. To sleep 1 hour longer would be much more pleasant. И человек лежит и размышляет, что час поспать было бы значительно приятнее. And the idea to get up now is very unpleasant. А сейчас вставать ни свет ни заря, это все очень неприятно. But I'm a disciple. Но я ведь ученик. I'm committed no longer to avoid unpleasant moments. Я посвятил себя
не жить ради того, чтобы избежать всего неприятного в своей I жизни. do not go by my feelings. Я больше не полагаюсь на свои I go чувства. by what is right Я полагаюсь на то, что правильно, and what is necessary и то, что and необходимо, what is pleasing unto и God. то, что приятно и угодно Богу. These kind of disciples we want to have. Мы хотим, чтобы такие ученики были. And remember, what you don't have, you cannot give. И помните, вы не сможете дать людям того, чего у вас у самих нет. If this attitude is not your lifestyle, Если вы еще сами не пришли в своей жизни к такому отношению, you can preach to your disciple, you can show him from scripture, вы, конечно, можете долго и радостно проповедовать ученику, ему в Писании что-то показывать, but the Holy Spirit will not use your words to touch and to change his heart. но Дух Святой не сможет использовать ваши слова, чтобы коснуться и менять его сердце. So it needs more than just saying the right thing. Поэтому нужно нам всем нечто большее, чем просто правильные какие-то теории рассказывать. In order to raise up true disciples who are willing to bring sacrifice for Jesus, Для того, чтобы взрастить подлинных учеников, которые готовы приносить жертвы ради Бога, we must be in a journey to live this lifestyle. мы first. сами должны отправиться в этот путь и сами сначала переживать и проходить подобные вещи. And then we will have solid, strong, overcoming disciples. И тогда мы увидим крепких, побеждающих и надежных And we учеников. can build a church that brings glory to И Jesus. тогда мы сможем построить церковь, которая способна прославлять Иисуса. And this is what he wants. И это то, чего Он сам хочет. And if we are clear in our mind, this is what we want. И если все ясно в нашей голове, мы этого тоже хотим. So let's make disciples Поэтому давайте who будем love делать Jesus enough to bring учеников, sacrifice которые любят Христа в достаточной мере, чтобы приносить Ему жертвы, and believe in great reward. и которые способны верить в великое воздаяние.